нас до 1917 года, пока не было переворота большевистского, у нас была даже целая партия националистов. Лидером его был Марков II. Его фамилия была. И помимо него были еще некоторые люди, которые потом попали в эмиграцию. Он тоже попал в эмиграцию, он выжил. И Ильин, например, Ильин Тихомиров. Тихомиров, правда, остался здесь. Он не в эмиграции был. А у него есть такая книга, называется она «Монархическая государственность». Это такой системный труд, обосновывающий именно идею национального государства монархического. Поэтому можно назвать Марков II, если до 17 года, Тихомиров, Ильин. А потом был большой перерыв, потому что большевистская власть, коммунистическая, она уничтожила все, что здесь было, закатала в асфальт. И только подпольно существовали какие-то группы. Например, были группы, которые назывались Народно-трудового союза. Они существовали где-то с 20-х годов прошлого века и практически до сегодняшнего дня, уже силы такой не имеют. И они брали национальную идею тоже за главную. А вот в 1991 году, когда рухнула коммунистическая система, появилось довольно большое количество разных автономных организаций национальных, потому что национальная идея не была убита, народ продолжал чувствовать себя русскими, и вот это вот движение в сторону национального, потому что ведь коммунисты, они уничтожали все национальное, они делали интернациональный мир, так называемый, то есть они пытались сделать из русского народа советских, то есть людей без национальности. И это давало свои плоды, конечно. Но после 1991 года ситуация изменилась, и народ стал просыпаться. А сейчас он еще больше просыпается, потому что очень много сюда приезжает разных азиатов, и, соответственно, народ начинает ощущать вот эту угрозу уже физическую. Поэтому вот основа национализма была положена вот как идея, как политическая идея. Она появилась у нас где-то, наверное, в конце XIX века, начале XX. У нас национализм базируется на православии. Мы всегда говорим в интервью, что если бы православное христианство отрицало национализм, мы бы не были националистами. Но нации созданы Богом. И то, что создано Богом, человек не должен разрушать. Он не имеет права разрушать то, что создано Богом. И отсюда мы, то есть всегда мы, есть в русском языке такая поговорка «плясать от печки». Такое слово «плясать от печки». Так вот, печка, то есть основа, это Бог. У нас основной лозунг – это Бог, царь, нация. Соответственно, православное христианство, имперская государственность и национализм. Поскольку нация – это священная, и нация не должна разрушаться. Вот те теории, которые базируются на этих трех, а это практически все национальные организации до 20 века, они все базировались на этой идее. То есть не было националистов, не православных. Таких не было у нас. Сейчас появились некие псевдонационалисты, которые на самом деле никакими националистами не являются, а просто подхватили какую-то идею неоязычества, например. Это дикость, полная дикость. Она к национализму не имеет никакого отношения. Настоящий националист, он обязательно должен быть православным, потому что нация имеет традицию и имеет стержень. А стержень – это религия в большинстве наций. По количеству мы сказать не можем, потому что у нас до 2020 года мы не ввели индивидуальное членство. У нас движение. Оно было
не централизованное, а сетевое, сеть. Это было вызвано безопасностью, потому что органы РФ, они негативно относились. Соответственно, в целях безопасности мы убрали все членство, индивидуальное членство, чтобы не было опасности для членов. В 2020 году мы возобновили. По количеству трудно сказать, потому что идут постоянно заявки. Вот за 2 месяца около 300 человек вступило. За 2 месяца. Поэтому количество трудно сказать, а охват, практически вся территория РФ, Казахстан, Белоруссия и за рубежом, в Европе. Там тоже есть отделение русского имперского движения. Надо же понимать, что без нации не может быть державы. Поэтому, конечно, нация – это базово. А держава, государство – это то, что сама нация формирует в целях решения своих проблем. Безопасности, несения истины во внешний мир, то есть православие, и для удобства нации. То есть государство, оно создается для обслуживания нации. Но сверхидея государства – это спасение души человека, это сверхидея. А все остальное – это для удобства материального жития. Если бы вы спросили, кто главный враг русского, я бы ответил. Но здесь очень сложно сказать. Думаю, скорее всего, если брать глобально, то есть глобально европейского человека, Европы в целом, не только Россия, а Европа, то, конечно же, это, их можно по-разному назвать. Кто-то называет их масоны, кто-то называет левые, коммунисты, социалисты, ЛГБТ. Те, кто сейчас захватили власть в Европе после Второй мировой войны. То есть после Второй мировой войны практически вся Европа была захвачена, все правительства стали левыми, так называемыми. За исключением Испании и Португалии. Те позже присоединились. Так вот это основная и главная опасность. Вот эти правительства. А вторая опасность – это уже замещающая миграция, так называемая, но это производная. То есть это сначала правительство, потом правительство запускают замещающую миграцию. То есть мигранты не сами по себе появились, они появились в результате политического действия. Поэтому, конечно, самая главная опасность – это вот эти вот ребята, которые, если говорить православным языком, то это богоборцы, сатанисты, но, к сожалению, они сейчас во власти. Мы делаем все, что возможно. То есть на сегодняшний день, если раньше мы могли делать акции на улицах, массовые шествия, то сейчас власти запрещают это. То есть мы не можем выйти на улицу, люди будут арестованы. Поэтому мы используем те возможности, которые есть. То есть проведение конференций, каких-то закрытых собраний, интернет. Самое важное направление всех акций сейчас в интернете, потому что все люди, они сидят в интернете, и до них достучаться гораздо легче через интернет. Поэтому акции мы проводим в основном информационные. У нас 2 направления действия. Первое направление – это внутренняя политика, второе направление – внешнее. В зависимости от политической ситуации внутри мы переводим усилия либо на внутреннюю политику, если позволяет ситуация здесь. Если не позволяет, то мы усилия больше прикладываем для внешней. Вот тот наш проект, который называется «Последний крестовый поход». Да, есть у нас и такое направление. Конечно, мы политическая организация. Наша основная задача – это политика. Помимо этого, мы
проводим некие гуманитарные акции. Бедных семей, сборы всевозможные. Но это не основная деятельность, это побочная деятельность. То есть возможность, мы это делаем. Но основная задача у нас это политическая деятельность, мы политическая организация. Но мы же откровенно будем говорить правду, поэтому для нас война, которая велась с Советским Союзом, с Германией, она называется у нас Советско-германская война. Советские коммунисты, они называют Великой Отечественной войной. Но мы не считаем ее Великой Отечественной, потому что Отечества у нас не было. У нас с 1917 года было уничтожено Отечество. Даже название «Россия» было стерто с карты. Россия была расчленена на 16 кусков, и название такое было уничтожено полностью. России не существовало. Поэтому войну вела Советский Союз. Советский Союз, значит, война должна быть советско-германская. Германия, Советский Союз. День Победы очень сложное отношение, потому что на самом деле мы же не победили, русские, мы не победили. Мы как были в рабстве, находились в рабстве у коммунистов, так мы и продолжали находиться. И сам факт победы в этой войне, он ничего не принес для русского народа. То есть мы, более того, мы там потеряли огромное количество людей, то есть 42 миллиона по нынешним оценочным данным, которые официально Министерство обороны подтвердило, 42 миллиона человек мы потеряли в результате вот этих 4 лет войны. Не говоря уже о тех людях, которые погибли в 1946-1947 году от голода, потому что после войны начался голод страшный, об этом не афишируют, но погибло несколько миллионов человек, потому что советский режим, может быть умышленно, может быть в силу того, что он уничтожил сам экономику, он был неэффективен, этот режим. И, соответственно, экономика была уничтожена, сельское хозяйство было угроблено, не было продовольствия. Хотя Россия – это была страна с огромным потенциалом продовольствия, но коммунисты это уничтожили. Поэтому, коммунисты выиграли, это их победа, да. Международное еврейство тоже выиграло. Появился государство Израиль в результате этой войны. Здесь навряд ли это праздник, потому что когда погибает 42 миллиона человек, то праздновать это, как-то кощунственно очень. Подразумевает она, эта идея, не только поход на Константинополь, но это было бы слишком мелко. Это идея освобождения Европы, целой Европы, от антихристианских сил. Какие бы они ни были, какое бы направление, какой бы религии эти антихристианские силы не были, они все являются чужаками для Европы, и их не должно быть в Европе. Европа должна вернуться к христианству. Если она не вернется, она погибнет. Это однозначно. Поэтому идея, сверхидея последнего крестового похода – это именно освобождение Европы от сатанинских сил. Вот это сверхидея. А какие-то походы в Константинополь – это все производное. Иерусалим освободить надо. Константинополь, понятно, Царьград. Дело в том, что надо понять, что это за проект, в чем его структура этого проекта. То есть понятно, что сверхидею мы понимаем, но как он должен развиваться, по нашему мнению? Мы считаем, что все правые организации Европы, правые христианские организации, даже, может быть, далекие от христианства, но традиционалистские организации Европы, они должны объединиться в некий интернационал, потому что ситуация такова, что угроза уничтожения, даже физического уничтожения наших народов, она сейчас очень актуальна. Если раньше, еще 20-30 лет назад, можно со смехом было говорить, что это несерьезно, но сейчас это очень серьезно, и это все понимают, особенно в связи с этим ковидобесием, которое они запустили, вакцинированием, QR-коды и прочее. То есть они строят такой цифровой ГУЛАГ, цифровой концлагерь.
И если мы не остановим это движение, замещающая миграция, уничтожение традиционных ценностей, уничтожение христианства и построение нового цифрового ГУЛАГа или концлагеря, если мы это не остановим совместными усилиями, то можно считать, что Европа закончилась. Поэтому, чтобы это не произошло, мы предлагаем всем патриотическим, традиционалистским, правым организациям объединить наши усилия. Пока на площадке единого сайта. Это наша идея, которую мы предлагаем, и по поводу этого мы проводили конференции в Европе. Предложение в рамках последнего крестового похода присоединиться и постараться привлечь другие организации из других стран тоже. Ну а сербскому народу надо, конечно, пожелать восстановления его державы, потому что держава была разрушена, Сербия была лишена короля, восстановить богоугодную власть, потому что монархическая власть, почему мы монархисты? Опять же, потому что мы православные. Царство, оно на небе царство, там есть царь. И мы, как христиане православные, мы должны копировать Создателя. Это вот идеал человеческой жизни, копировать полностью Иисуса Христа. Иисус Христос царь. Соответственно, на земле тоже должна быть копия царства. Во главе государства должен стоять царь, король, монарх. Тогда это будет богоугодное царство. А если так называемая демократия, то у нас есть выражение нашего известного святого Иоанна Кронштадтского: демократия в аду, а на небе царство. Поэтому демократия – это, конечно, изобретение сатаны. Потому что, во-первых, это ложь, это обман. Никакого власти народа не существует. Народ не может управлять государством объективно. Поэтому всегда управляют мошенники от имени народа, которые захватывают власть путем выборов. А выборы – это и есть обман. Это та самая ложь, на которой они все и строят. Поэтому, чтобы не было мошенников во власти, должна быть монархическая форма правления. Только единственный способ. Поэтому пожелаем, конечно, Сербии восстановить свою богоугодную власть монархическую и вернуть себе утраченные, конечно, земли. Потому что сердце Сербии, Косово захвачено сейчас мусульманами. Это недопустимо.